Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Привет, YouTube! Сегодня у нас очень особенный гость. У нас был классный семинар. И сегодня мы бы хотели задать некоторые уточняющие вопросы. Конечно же, подсказочки оставим вам сверху. И сегодня Хартвик Хенкель. Рада видеть. Хартвик упоминал 3 важных вещи, на которые Бог хочет делать упор. И это было управление церковью, ученичество и непосредственно страх Господь. Exactly. Сегодня хотелось бы узнать чуть-чуть побольше об управлении церковью, потому что это такая очень неизведанная тема. Как должно выглядеть управление церковью? Well, if we look at the New Testament, then we see there's always a plural eldership. There's not one single pastor in the New Testament running a church. It's just not there. Если мы посмотрим с вами на Новый Завет, то тогда мы сможем увидеть, что в реальности управление церковью всегда осуществлялось группой старейшин. И такого понятия, как один пастор, в Новом Завете вообще не существовало. When Paul established churches, he always appointed elders. So that means at least 2. Когда Павел образовывал или насаждал церкви, он всегда оставлял там несколько старейшин, по меньшей мере 2. And then later we see he's sending Titus to the island of Crete, and he says, you should set up elders in every city. И потом мы видим, как он отправляет Тита, например, на остров Крит. И он говорит, ты должен пойти и закончить то, что мы начали, и рукоположить старейшин церкви. And I sense very strongly that this is now the time where God wants to establish his own structure that he has invented in the church, because it will bring major progress to the whole development of the New Testament church. И я верю, что сейчас наступил такой момент, когда Бог очень сильно заинтересован в том, чтобы реализовать в церквях именно его идеи управления церковью, потому что это необычайным образом сможет продвинуть церковь в ее новозаветном движении. То есть мы движемся все к новозаветной церкви. I see at least 3 major reasons why this is important to have team leadership. И есть 3 основные причины, по которым я вижу необходимость именно в командном управлении церкви. And number 1 is power is always dangerous and is in danger to be abused. Первая важная мысль заключается в том, что власть как таковая очень вещь опасная, и всегда существует такая опасность, что властью просто будут злоупотреблять. And in recent decades we had so many scandals, not just at home in the West, but also here in your region and in other places. So if there's one pastor and he's not submitted to his brothers, then after some years, strange things happen, and he begins to think he can do just anything, and he's God, and sooner or later there's a great chance that he will abuse his power and do many stupid things. Понятное дело, что вот скандалы, которые были связаны с руководителями, с пасторами больших церквей, не только больших церквей, они же были не только на Западе, но они случились и на всем постсоветском пространстве. И, к сожалению, вероятность такая, что человек, который не находится в состоянии подотчетности каким-то другим людям в своей жизни, рано или поздно начинает чудить. То есть люди, они начинают чувствовать себя совершенно безнаказанными, неподотчетными ни в чем, и они начинают делать то, что они хотят во времени. Even in the Old Testament, when there was this one-man rulership, a king over a nation, God set up a system to check this king. He set up prophets, and they would go after the king and rebuke them and correct them, give the word of the Lord, so they would stay in the path of God's will. And in the New Testament, this is just the brotherhood of elders that are united in one heart, one soul, and they rule together. И мы видим точно так же и в Ветхом Завете, что несмотря на то, что в древние времена были царства и цари управляли народами, Бог тоже нашел способ это сбалансировать, потому что были пророки, которые могли пойти и упрекать, например, царей и следить за тем, чтобы эти люди не уклонялись от Божьего пути в том, как они правили народом. И в Новом Завете мы, конечно, не имеем царей, но у нас есть чудесное братство старейшин, которые помогают балансировать друг друга, присматривать друг за другом,
для того, чтобы им оказаться на Божьем пути. So reason number one is to avoid power abuse. Итак, Then reason number two, there are many different ministries, or there should be many different ministries in the church. Only Jesus is the one that has all the ministry. He's the apostle, he's the prophet, he's the teacher, he's the evangelist, he's the shepherd. But we as humans, we are limited. Итак, мы только что поговорили про первую причину, почему Новый Завет устанавливает командное управление. Но вторая причина, конечно, еще заключается в том, что только у Иисуса самого было пятигранное служение, которое было воплощено в нем только в одном. То есть он был и апостолом, и пророком, и евангелистом, и добрым пастырем, и учителем. И существует необходимость в том, чтобы разные служения в разных людях могли развиваться в церкви. And we as humans, we have maybe one major gift and then a little bit of a second one. But in general, we have one main personality and gifting and anointing. So if there's an evangelist in the position of leadership, the whole church will become just evangelistic. No teaching, no counseling, no shepherd ministry, nothing. И это естественно, что так как это было воплощено 5 только в Иисусе, но если мы посмотрим на людей, то мы видим обычно какой-то доминирующий дар. То есть, да, у человека есть какой-то склад личности, какие-то определенные дары, которые определяют его служение как таковое, и, может быть, какие-то небольшие вспомогательные еще дары. И мы потом часто видим, что, например, если человек с даром евангелиста начинает управлять церковью один, то потом вся церковь, да, она начинает только заниматься евангелизацией и состоит из евангелистов. So God's plan for the church is to represent the full ministry of Christ. That means we need all these ministries in the church. And for example, I as a teacher, I can identify teachers that are not already functioning as teachers, but they have the gift. I can identify them and I can challenge them and motivate them to grow and find their calling. But I could never do this with an evangelist because I'm not an evangelist. A shepherd can raise up shepherds. And a teacher can raise up teachers. So we need all the ministries that Jesus has in the church to have a complete picture and so that the church can represent Christ. And this is God's purpose. Это же все вытекает из понимания того, что, например, сам Христос, он видит свою церковь как полноту самого себя. То есть необходимо, чтобы все эти служения, которые были воплощены в Христе, они были бы представлены в церкви. И, например, я, будучи учителем, конечно, когда я попадаю в какие-то церкви, я могу видеть дар учителя на разных людях. Я могу его распознать, я могу, возможно, помочь этим людям вырасти, я могу их взрастить в этом. Но, например, я никогда не могу так, быть настолько полезным для евангелистов, просто потому что я сам не являюсь евангелистом. Но церковь должна иметь полноту. И поэтому нам очень важно, чтобы в церкви все эти служения развивались и поднимались для того, чтобы мы, как церковь, могли явить полноту самого Христа. And another thought concerning team leadership, this one-man show can be done in the flesh. Team can only be done in the spirit because it requires that everyone humbles himself and submits to one another. This can only be done in the spirit. So it's more costly. It's not that easy, but it's possible according to Scripture to be one heart and one soul and be friends and live together without jealousy, competition, and so on. But only in the spirit this is possible. But the one-man show, this can go on in the flesh. И тут тоже, конечно, есть одна очень важная такая мысль, которая заключается в том, что когда только один человек занимается служением, можно сказать, это шоу одного человека, человек может потом в какой-то момент времени начать двигаться по плоти и продолжать именно по плоти достаточно долгое время. Но в служении команда возможна только в духе. Почему? Потому что командное служение подразумевает, что люди будут покоряться друг другу, люди будут учиться смиряться друг перед другом. И это можно, хотя это трудно, хотя это стоит усилий, хотя это часто занимает больше времени, но согласно Писанию мы можем все быть единодушны, единомысленны, мы можем прийти к этому единству в команде. Но достигается оно только, когда все участники команды находятся в духе. Поэтому, да, это большое значение либо служение, которое двигается по плоти, либо служение, которое двигается в духе.
And may I show another advantage of team leadership? What we don't have in the leadership will never be established in the church. So if there's a lonely pastor who has no relationships, no friends, no nothing, no one to submit to, then this church will be a lonely place with many individuals, but no true fellowship. But if there's a key leadership and they are friends, then the spirit of family will come into the church all over. Еще я хотел бы указать на один аспект, который связан с преимуществами командного служения. Например, если речь идет об одном человеке, который находится в управлении церкви, и мы же понимаем, мы не можем распространять на церковь то, чего мы сами не имеем, например, как служители. И если речь идет, например, о немного закомплексованном, одиноком человеке, который так и не научился строить каких-то дружеских и здоровых отношений с окружающими, да, церковь тогда может состоять из большого количества людей, но все они будут одиноки по своей сути, и в церкви не будут работать какие-то здоровые отношения. Но когда мы имеем команду старейшин, которые практикуют эту взаимную любовь, взаимное уважение, которые научились вместе развивать отношения, вне всяких сомнений, тогда дух семьи начнет переходить и перетекать во всю церковь. So for some time, God blessed this kind of structure that we had in the past, but now it's a new day, the light is shining, and we can see clearly the pattern for the New Testament church, and that will bring the church into a whole new dimension of fruitfulness and ministry that is really bringing glory to Christ. И понятно, что Бог долгое время благословлял, например, как церкви, которые управлялись одним пастором, и понятное дело, что это было тоже благословено до какого-то момента самим Богом. Просто сейчас, из-за того, что свет очень ясно сияет, и мы видим из Нового Завета образ подлинной церкви, сейчас наступает новое такое время, когда Бог хочет утверждать порядок новозаветный, в том числе и в руководстве церкви. Как формируется команда? Где нам взять такую команду? Where should we get such a team? Okay, we see in the New Testament that people don't elect a leader, but the elders were appointed by apostles. Возвращаясь к Новому Завету, мы ясно видим, что это не была выборная должность. Это не люди выбирали старейшин церкви. Всегда старейшины церкви или пресвитеры, они назначались и рукополагались апостольским служением. And the church is in a process of restoration, and we will see in future times the ministry of the apostle and the prophet will be established again. We will see that. И так как мы понимаем, что церковь находится в этом затяжном процессе восстановления, мы имеем уверенность, что рано или поздно апостольское и пророческое служение будет восстановлено телу Христа. And although I believe right now we don't have, in the sense of New Testament, the full authority of apostles, but we are in a stage of beginning or developing into these things. And there are already people ministering with the apostolic calling and anointing, and they have wisdom to identify leaders and to set up an eldership team. And we should go with this. And this will mature, and we will learn a lot in this area. But this is the new thing that is happening right now. I can see it in Germany, in many different places. And I believe this is God just moving forward the whole church. Конечно, мы не можем сейчас сказать, что мы имеем апостольскую власть как таковую в той мере, которую мы видим в Новом Завете, но Бог однозначно двигается в этом направлении. То есть мы видим сейчас повсеместно людей, которые начинают двигаться в апостольском призвании, они начинают двигаться в апостольском помазании. И нам, как церквям, стоит согласиться с этим и двигаться вместе с этим. И да, конечно, это будет такой творческий процесс, когда люди будут многому учиться в этой сфере, но однозначно я вижу, как это происходит и в Германии, и повсеместно. Это что-то новое, что Бог производит, и мы подвижки видим эти повсеместно. So we see that new things are arising. Churches get the understanding we need team leadership. Then who should set up these leaders? And so they just watch the scene and try to find out where's someone ministering in this kind of apostolic calling and gifting. And this ministry will establish eldership team and will go with them, stand alongside with them, help them, encourage them, correct them if necessary. So the eldership team is not by itself, but is protected
by this apostolic ministry, like we see in New Testament, that Paul is sending Timothy and says, if there's a problem that people in the church have with the elders, then he should step in and solve this whole thing and give a proper solution. Not they themselves do it, but he comes from outside. Церкви приходят к пониманию часто того, что хотелось бы иметь именно командное руководство, и люди начинают видеть это, к счастью, из Библии, и задаются вопросом, где им взять людей, которые им помогут с формированием подобной команды. И я думаю, что всегда, так это происходит. Разные церкви начинают смотреть по сторонам и искать себе людей, которые все-таки двигаются в каком-то апостольском призвании, в каком-то апостольском помазании, так что они их вовлекают в этот процесс. И это такая двусторонняя вещь. То есть, с одной стороны, формируется команда внутри церкви, и есть апостольская помощь со стороны, которая занимается тем, что вдохновляет в каких-то вещах, наставляет, если нужно, где-то корректирует и обличает. И в конце концов мы приходим к тому, что мы видим в послании к Тимофею, например, где Павел дает Тимофею такие инструкции и наставления, и говорит, вот если есть какая-то церковь, где, например, существует жалоба против кого-то из старейшин, то тогда он просит, чтобы Тимофей вовлекся в этот конфликт и разобрался в нем как следует. То есть это такие обоюдные вещи. Люди, которые ищут людей с подобным призванием и с подобным помазанием, они их находят, и в конце концов у них начинают формироваться взаимоотношения. А правильно я понимаю, что в основном все команды, которые появляются в нынешнее время, это команды, которые поднялись из каких-то церквей, где пасторство, управление одного человека пережило какое-то крушение? Well, not necessarily. I've seen new churches being established right from the beginning. They start with the New Testament and say, we don't want to have a pastor, we want to establish team leadership. Я бы не сказал, что это только касается церквей, которые пережили какой-то большой лидерский кризис. Есть церкви, которые сейчас начинаются, и они с самого начала не хотят управления одного пастора, потому что они понимают это из Писания. И они с самого начала нацелены на то, чтобы иметь командное руководство. А какими качествами должны обладать непосредственно старейшины церкви? И каков пол этих старейшин? Может ли женщина быть частью команды? There are lists of qualifications for leadership, for eldership, ministry. And of course, this must be mature men. They are able to teach. They are an example for the believers, especially concerning their home, the family life. They should be open and have people at home. Very important. It's one of the qualifications. They must have many guests at home in their private life. It's not the isolated pastor who doesn't have a friend and no one knows him just from the pulpit. Just the opposite. So there are different qualifications. Well, according to the Bible, the leadership is male, not just in church, but in general. Man is the husband and the head of the family. Elders are men. If you look at the list of the qualifications, there's no hint. It's said it must be a man, male. And then apostolic ministry, of course, in my understanding, is male. Leadership is male. Yeah, which does not mean that women have no role to play or they're not important. No, but leadership, the responsibility for guiding and leading and directing, this is male. And then under the leadership of men, women can, in my understanding, do all kind of ministry in the church. You know, we need to understand the difference between authority or leadership and ministry, which is not the same. Качеством пресвитеров, конечно, из Писания у нас есть большой список, перечень тех характеристик и качеств характера, которыми должен обладать пресвитер церкви. И помимо того, что это должен быть человек, который хорошо может обучать других людей, это должен быть мужчина, который очень хорошо управляет своей семьей, то есть человек, который своим примером может показать, что такое счастливый брак и дети. А одна из важных характеристик – это человек, который позволяет разным людям прийти в его дом и видеть, как он живет, а не просто
люди знают его только из-за кафедры. Вот, и да, это должны быть мужчины, которые показывают всей своей жизнью достойный пример людям, которые являются частью их церкви. Вот касательно пола, то мы везде видим в Писании, что это мужчины. В моем представлении руководящую роль должны занимать мужчины. Это касается и апостольского служения, на которое возложено руководство. Это касается управления самой церкви. И, вне всяких сомнений, это вовсе не означает, что женщины не могут ничем заниматься. Я бы ни в коем случае не хотел как-то преуменьшить роль женщины, которые под мужским руководством могут заниматься любыми служениями. Просто у разных людей возникает большая загвоздка, потому что они не могут различить руководящую роль от служения. А по сути, это две очень разные вещи. I want to add something. Most or many churches start with a couple. And I've seen even churches that start with a woman. And that's not a problem as long as she understands the final structure will be according to New Testament, and there will be a team of elders and they are men. But in the beginning, it's not everything is clear like it should be. So if I work with a church, for example, that have a mixed leadership team, men and women, I don't go there and say, oh, women, this is not right in leadership, and remove them and replace the women with some weak men so I can say, yeah, only men. This is stupid. God is using women, and God is patient, and it takes time to develop New Testament structures. В церкви часто начинаются с пары, которая действует как лидерская команда, например, супружеская, либо мне попадались частенько церкви, которые были основаны женщиной. И я хочу отметить это, что особенно в начале, это все очень замечательно до тех пор, пока люди понимают, что в конечном счете они двигаются к модели, которую мы видим в Новом Завете, когда управление церковью возложено на мужчин-старейшин. И ни в коем случае, поймите меня правильно, я не хочу прийти в церковь, где я вижу смешанную команду лидеров, где функционируют совместно и мужчины, и женщины, и сказать, да, вот все, давайте сейчас женщин куда-нибудь сдвинем и на их место поставим каких-то, может быть, не совсем подходящих, слабых мужчин, только чтобы у нас было исключительно мужское руководство. Это, конечно же, очень глупо, потому что у самого Бога есть огромное терпение, и это занимает время для того, чтобы все это встало на правильные рельсы, и в конечном счете мы увидели такую модель церкви, которую мы видим в примере Нового Завета. Как вообще выглядит идеальная команда? Сколько там человек? Может быть, как они распределяют роли? Вот идеальная модель команды. Well, the size, I think, depends very much on the size of the church. If we have a small church of 25 people, we don't need 7 people in the key leadership. Да, разумеется. Все упирается в размеры самого собрания. То есть, если церковь из 25 человек, однозначно она не нуждается в команде из 7 старейшин, например, 2-3 человека будет вполне достаточно. An ideal situation would be if we have in the leadership team people that have a shepherd heart, shepherd ministry, and are teachers, and then somehow have a spiritual prophetic view on things, and they can see things that other people cannot see so easily. So these 3 qualifications are very helpful to start a sound church. We don't need the evangelist. He can come from the outside, and apostolic ministry also comes from the outside. But these 3, teaching, shepherding, and prophetic insight, that is very important. Я бы сказал так, что это очень хорошо было бы и очень важно, по сути, чтобы в команде обязательно был человек с пасторским даром, человек, который способен пасти людей, человек, который способен хорошо обучать церковь, и человек или хоть кто-то из них, чтобы имел некий пророческий взгляд на вещи, когда люди могут различать духовную атмосферу, то, что происходит, что другие люди, может быть, не так быстро и легко замечают. И апостольское служение, оно легко может быть внешним, как и евангелисты, которые могут приходить в церковь и помогать ей там евангелизировать и обучать людей в этой сфере. Но для того, чтобы церковь была здоровой, важно, чтобы в ее управлении было пасторское служение, обучающее служение и пророческий взгляд на вещи. And according to my experience, it's not an easy thing to bring
men with these different giftings together, and it takes some help from the outside because there's tensions, and they need to understand their own calling, they need to understand their limitations, they need to understand I need completion from the other ministry, especially between prophetic guys and shepherds. There's a big tension, and the prophetic guy says you have no discernment, and the shepherd says you have no love, and so there's a struggle going on, and it needs the support and the help from the outside to bring this team together and help them to work together and trust and see, oh, I need the others as well. Not just my ministry is important, but the others as well. По своему опыту я хорошо понимаю, что часто людей с такими, разными, можно сказать, дарами очень сложно им сойтись в одну команду, потому что всегда существует эта напряженность, она существует из-за дара, который есть у этих людей. Очень часто, например, пастухи, которые всегда всех любят и сопереживают, они упрекают людей с пророческим взглядом, что у них нет любви. Например, люди с пророческим даром очень часто упрекают людей, у которых есть пасторский дар, что им не хватает развлечения. И часто такая команда, на мой взгляд, она нуждается в посторонней помощи для того, чтобы эти люди научились уважать друг друга, а не только ставить во главу угла свое собственное служение, и научились понимать в смирении, что для того, чтобы иметь полноту, очень важно начинать вмещать людей совершенно с противоположными дарами. То есть, да, это требует тоже времени, определенных усилий, взаимного смирения и часто помощи извне. So although these people have different anointings and giftings, they work together, and the key decisions they make together in unity. That is important. It's not you have this area and you do what you think is necessary, and I have my area and it has nothing to do. No, the major decisions about the direction of the church, about who will have what kind of sphere of ministry, like home group leader, worship leader, youth leader. These questions should be discussed and decided in unity in the team. Очень важно здесь отметить, что вот это достижение единства между такими разными, может быть, по своему характеру и дарованием людьми чрезвычайно важно. Здоровая команда будет полезной для церкви не когда она просто распределит какие-то определенные сферы влияния в церкви. Окей, ты занимаешься тем, ты занимаешься этим. Но когда все ключевые решения, касающиеся направления церкви, ключевых служений, кто будет заниматься в церкви, ключевыми служениями, такими как там поклонение, кто будет заниматься домашними группами, эти люди должны научиться принимать совместные решения в единстве. То есть они должны искать этого, они должны покоряться друг другу и принимать эти ключевые решения только вместе. I talk with many pastors about this team ministry, and they say right away, this will never work because we are different personalities, and how can we have one opinion? And I say, well, Paul expects the whole church to be in one mind and one heart, and you don't even have faith for 3 or 4 men to be in unity. What is this? Я разговариваю, например, с командой слушателей, и они мне начинают говорить: ой, ты что, мы все такие разные, мы никогда не сможем прийти к этому единству. Ну а как же тогда быть с Павлом, который вообще ожидал, что вся церковь будет единодушна и единомысленна? Jesus is the head of the church, and he has a perfect plan for every local church. And when we submit to one another in the team, and we don't want to do our own thing, we don't want to overrule or dominate or do our thing. But if we all submit to one another and we just stay away from our own ambitions and let Jesus be king, he will speak. He has one opinion. Who will be the worship leader? Who will be the next youth leader? He's not confused. It's his church, and he knows how to run it. And our job is just to submit to him and wait and pray, and he will speak. And when we are in the Spirit, we all hear the same thing. This is just normal. Смысл заключается в том, что только Иисус является главой церкви. Церковь принадлежит Ему, и у Него есть абсолютно точное понимание, как должна выглядеть та или иная, даже поместная церковь. И очень важно, когда люди по-настоящему хотят отложить в сторону свои амбиции, и они начинают двигаться в этом духе взаимоуважения и согласия подчиниться друг другу, а не когда каждый, конечно, хочет, чтобы было по его, когда люди не хотят настаивать, когда люди откладывают в сторону свои амбиции, но просто начинают молиться и говорить: Иисус, как ты видишь
например, нашего следующего молодежного служителя, или кем ты видишь, например, служителя поклонения в нашей церкви. Иисус способен, когда мы имеем должное смирение, проговорить каждому участнику команды так, чтобы вся команда могла прийти к полному единству. Иисус знает, что Он делает с церковью, и Иисус способен это донести до служителей, если они хотят это услышать. And in this area, we see the importance of this third truth that I mentioned in the beginning, the fear of God. Submit one to another in the fear of God. Without fear of God, there will be no humility. Because everyone is just driven by his ambitions and has his own ideas and wants to do his thing. It will never work. But when we have the fear of God, we are submitted to Him, and we have only one desire, to do His will, and we die to our own ambitions. И вы же понимаете, как вот важен тогда здесь становится именно третий пункт. Мы говорили о том, что у Бога сейчас на сердце три вещи, и третья из них – это страх Господень. Писание нам ясно говорит: покоряйтесь друг другу в страхе Господнем. Если у людей нет страха Господнего, они не хотят реально сделать то, что хочет сделать Иисус, но у каждого есть свои желания, свое какое-то видение вещей, каждый хочет делать то, что ему кажется правильным, то тогда, конечно, командное служение не будет работать. Но когда мы покоряем себя, когда мы имеем страх Господень, то это все вполне достижимо.